Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. 22 декабря этого года в Якутске состоится первый дальневосточный форум недропользования при поддержке Роснедра и Минприроды России. Его цель – объединение регионов Дальнего Востока, федеральных органов и компаний-лидеров в развитии недропользования, промышленности и реализации десятилетнего плана геологоразведки в рамках проекта «Геология. Возрождение легенды» с привлечением из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главным организатором форума выступает Минпромгеологии Якутии при поддержке главы республики Айсена Николаева. Сегодня наш гость в студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии республики Саха-Якутия. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Доброе утро, Юрий. Ну и прежде всего, какие задачи ставит перед собой министерство в рамках форума? Знаете, здесь очень важно, что ставит задачи не только министерства, как вы уже обозначили, и глава республики, и федеральные ведомства в лице Минприроды и Роснедра. Это ключевые интересанты в том, чтобы в Якутии, на Дальнем Востоке развивалась геологоразведка, потому что это основа промышленности, промышленность – фундамент нашей экономики. Соответственно, задача форума – это не просто парадно что-то показать, и даже не об этом. Это вопрос о том, чтобы собрать ключевые компании, научные институты ведущих экспертов, собрать федеральные органы власти, региональные, муниципалитеты, нашу общественность и обсудить, что нужно сделать для того, чтобы, несмотря на ранее достигнутые высокие темпы развития нашей промышленности, я напомню, мы вошли в топ-10 по стране по итогам прошлого года, кратно приросли по всем показателям. Так вот, задача обеспечить этот рост и далее. Вы очень верно обозначили, что план геологоразведки, наверное, это одна из многих отраслей, где разработан на 10 лет. Просто представьте, 10 лет будет формироваться не только настоящее, но и будущее нашей Якутии и всего Дальнего Востока, потому что первый форум недропользования дальневосточный именно. Значит, мы обсудим и формирование минеральной сырьевой базы, а это основа будущих предприятий. Это будущие рабочие места, это будущие налоги, это жизнь наших поселков и всей Якутии, в частности в Арктике. И говоря о Дальнем Востоке, на форуме будут представлены делегаты из Дальневосточного федерального округа. Вот какие из них самые перспективные в плане сотрудничества для нашего региона? Хороший вопрос, но, наверное, поэтому мы и называемся все вместе Дальний Восток. Да? Мы едины как округ, мы часть одной большой страны, и на нас сегодня делают очень серьезную ставку, и мы всеми регионами Дальнего Востока очень тесно связаны. В первую очередь вот БАМ, Транссиб – это тот вопрос, который у нас сегодня ежедневно стоит на повестке. Вот вчера мы с угольными компаниями были на связи, с железными дорогами, с Министерством транспорта Российской Федерации. Мало сегодня добыть. Вот эти вот 2 года, можно сказать, как никогда остро стоит вопрос, чтобы еще это и реализовать, то есть вывести. Поэтому мы, конечно же, связаны и с Амурской областью, и Еврейской, и с Хабаровским краем, Приморьем в этом отношении, потому что там порты морские, соответственно, для дальнейшей логистики. С Амурской областью, вы помните, на Восточном форуме Арсений Сергеевич с губернатором Орловым подписали соглашение о развитии погранперехода Джалинда-Махе. Это опять-таки для того, что этот путь он позволяет нам сэкономить пару тысяч километров в доставке нашей продукции конечным потребителям, самое главное экспортной продукции. Не могу не сказать о Северном морском пути. Камчатка, Чукотка, Магадан. Здесь же формируется очень серьезная история в виде глубоководного порта Найба. Ну и, соответственно, мы сейчас, вот этот форум, это подготовка, как мы видим, базы в поиске нефти, газовых наших ресурсов, соответственно, в разведке их. Это, конечно же, взаимодействие с Сахалином по газомоторному топливу, с Магаданом будущий проект по железной дороге. То есть вот с каждым этих точек соприкосновения, с каждым годом у нас становится все больше. Уверен, что благодаря таким вот встречам, как сейчас у нас предстоит первый дальневосточный форум недропользования, их появится еще больше. Вы отметили, что одной из ключевых тем форума станет геологоразведка. Какие проекты есть у Якутии, которые можно рассматривать с точки зрения поддержки, может быть, федерального центра или Дальнего Востока? Здесь с самого начала, когда я напомню, что прошлый форум, который у нас вот в Якутии состоялся, промышленность, геологоразведка Якутии сквозь столетия,
он, по сути, заложил эту основу, что предприятия предложили, научные институты, ведущие в области геологоразведки, подсказали, да, как говорится, подкрепленные уже научным обоснованием, в какие части республики можно, нужно идти геологам, то есть, чтобы делать новые открытия. В этом отношении Александр Сергеевич, соответственно, имел уже серьезную базу, то есть общаясь с президентом, и получили вот эту поддержку, что да, десятилетний план должен быть по Якутии сформирован. Это трансформировалось в план по всему Дальнему Востоку. Вы помните, что министр природы и ресурсов Александр Козлов говорил о том, что мы ожидаем открытия на Дальнем Востоке благодаря этой программе порядка 1000 месторождений. И, соответственно, здесь мы для себя вот сейчас уже ведем работы по Кичускому нашему кластеру, и люди в Арктике этому рады, потому что вот мы сейчас работу поставили по серебру, например. Ведутся работы, кстати, не только по такому виду полезных ископаемых, но драгоценные, ведутся, например, по воде в Вилюйском, Нюрбинском улусах. Люди получат чистую воду из подземных источников. Ведется работа по поиску общераспространенных полезных ископаемых, например, в Усть-Куйге. Для чего? Для строительства атомной станции малой мощности. То есть для этого тоже геологи должны были провести свою работу. У нас идут работы по золоту, например, в Момском, в Ивено-Бетантайском, в Алекминском, Алданском районах. У нас идут работы геологоразведочные по углеводородам, например, в Жиганском улусе. И таких примеров много. Ведут еще и сами недропользователи. Поэтому, вот, к примеру, у нас в прошлом году исторический рекорд вложений в геологоразведку именно у нас в Якутии, 50 миллиардов рублей. Это небывалая величина, то есть будут еще новые открытия. А есть ли уже планы на следующий год? Конечно, вот сейчас как раз у меня заместитель находится в Москве, работает с федеральными органами власти по тем предложениям, которые мы вместе здесь тоже подготовили. С учетом этого десятилетнего плана сейчас идет утверждение этих задач. И я уверен, что на форуме мы как раз их затвердим, как говорится, да, и будет уже вестись не только подготовительно будет, потому что уже нужно будет наши партии геологоразведочные готовить к новому сезону. А можно ли оценить, в какой степени рост промышленности на Дальнем Востоке связан с бюджетными инвестициями и созданием рабочих мест на примере нашего региона? Ну, вы знаете, прямой здесь связи не увидишь. Государство вкладывает больше. Вот геологоразведка мы сейчас проговорили по республике, это на сегодня порядка 3 миллиардов, но благодаря встрече президента с главой нашей республики мы уверены, что эта сумма будет кратно больше, соответственно. А государство в основном вкладывает в социальные объекты, объекты инфраструктуры, а промышленность уже вкладывает средства в развитие новых производственных объектов. Поэтому прямой связи, может быть, между текущими бюджетными вложениями и развитием промышленности нет, но она прослеживается косвенно. В каком плане? Если строятся дома, значит, там все хорошо с экономикой. Хорошо с экономикой работает производство. Проходят геологи, значит, спустя годы здесь тоже будет работа. То есть вот эти моменты точно можно увидеть связь между собой. А как сегодня обстоят дела с расширением Восточного полигона? На следующей неделе предстоит большое как раз совещание на эту тему. Ключевое здесь, чтобы наши компании, в данном случае вот угольные, но мы готовим и другие объекты к разработке, работали, потому что это гарантия и сегодня тех рабочих мест, которые созданы, это гарантия реализации наших амбициозных проектов. Я напомню, у нас реализуются крупнейшие в угольной отрасли страны и самые быстрорастущие. Это проекты «Эльга-Уголь», это проекты группы «Колмаргок» и «Наглинский», «Гук-Денисовский». У нас развивается «Антрацит Инвест» проекты, другие компании. Поэтому мы сейчас в тесном диалоге и надеемся, вот в ближайшее время эти планы тоже будут утверждены. Скажите, какие перспективы развития отношений вы видите с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона? Не так давно хороший форум состоялся, где участвовал наш президент в Китае с руководством Китайской Народной Республики. И очень много точек взаимодействия. Вот одна из них, например, Джалинда-Махе. Здесь как раз все партнеры могут принимать участие. Партнеры с той стороны заинтересованы в нашей продукции, которую мы производим. Но мы приглашаем их к себе, и вот у нас будут в том числе иностранные делегации на нашем форуме, чтобы их проекты реализовывались и на территории нашей республики.
Поэтому вот каждая такая встреча, она создает возможности, чтобы появлялись новые производственные объекты в новых отраслях. И смогут ли они принять участие на грядущем форуме? Да, я об этом уже сказал. Ждем. Сейчас вот, буквально вчера вечером очередное подтверждение было получено от китайской стороны. А что касается ситуации с кадрами, многие регионы Дальнего Востока жалуются на нехватку специалистов, как у нас в Якутии с этим. Ну, мы не жалуемся, мы работаем над этим. Вот у нас, кстати, хорошая панельная сессия практически весь день. То есть уровень участия у нас очень высокий. Только первые лица компании, с ними участвуют главные геологи, руководители кадровых служб и пиар, соответственно. Да. Вот по кадрам как раз компания сядет и вместе обсудят лучшие практики, начиная от профклассов, то есть как к этому пришли, как вести эту работу, соответственно, такие примеры у нас тоже в республике есть, продолжая работать с колледжем, с университетом, работа с населением, выезды, это у нас в Якутии происходит, в самые даже далекие села, чтобы рассказать, помочь, подсказать, где можно пройти переподготовку для того, чтобы приходить в компанию. Кадры у нас действительно нужны, то есть на сегодня, смело могу сказать, что порядка 10 тысяч человек наша промышленность ждет, и при этом с упором на местные кадры. Зарплаты очень достойные, если детали интересуют, расскажу, вот средняя, например, сейчас вот нефтегазовая порядка 132 тысячи, уже угольная опередила даже нефтегазовую, 154 тысячи, горнорудная более 160 тысяч рублей, но это вот средняя, могу и по деталям рассказать, как говорится, я думаю, это тоже будет интересно. Да, можно детали работы с молодыми специалистами? Скажу так, знаете, вот 2018 год мы провели форум «Молодой промышленник», и он показал, что интерес молодежи к промышленности есть. У нас действует более сотни политехнических школ, например, мы сейчас с ними усиливаем вместе работу. Из последних таких моментов, например, по колледжу, например, в школе, вот Центр глобального образования, у нас в этом году состоялась первая олимпиада, например, по геологии. По колледжам Колмар очень активно, Эльга-Уголь, Якут-Уголь, Якутская рудная компания сотрудничают, например, с Южно-Якутским технологическим колледжем. Там по программе специалитет были открыты очень хорошие такие рабочие места и для подземщиков, да, для открытчиков, соответственно. Не так давно Сахатранснефтегаз, наша национальная газовая компания, открыла очень хороший профильный класс, например, в техникуме в Алекминске. Идет работа, компании выезжают к школьникам, школьники выезжают на производство. При этом, вот помню, мы с Полисалдан этот момент прорабатывали, уже не только школьники, но и учителя, и преподаватели с колледжей также выезжают на производство, чтобы потом уже самим рассказывать, да, с опорой именно на практическую часть будущей работы наших специалистов. Поэтому спектр очень высокий, работа идет и по подготовке специалистов, по целевой подготовке, и с каждым годом эти темпы растут. Просто вот представьте, например, электрослесарь подземный в Колмаре на руки может получать более 150 тысяч рублей. Это вот такие зарплаты. Водитель КАМАЗа в Полисалдан более 100 тысяч рублей. То есть потенциал, возможности для наших людей очень большой. Что ж, спасибо вам большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. В свою очередь уверены, что форум пройдет плодотворно и с большими успехами. Спасибо, работаем над этим. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.